Дружба. Это по-турски. Я очень рада сегодня приветствовать всех. Здравствуйте, Ильгар Кириллович. Я очень рада приветствовать всех здесь, в Доме дружбы народов, сегодня на нашем таком однодневном семинаре, встрече с нашими замечательными представителями средств массовой информации, с нашими журналистами. Мы на самом деле вот такую семинаристскую работу с журналистами республики проводим не первый раз. Я вижу здесь уже практически родные лица в зале. У нас на самом деле, я думаю, выстроено сегодня в республике такое хорошее взаимодействие с сетью журналистов, которым интересны вопросы национального развития народов, межнационального общения людей разных, представителей разных этносов и разных конфессий. И сегодня будем считать, что у нас такая традиционная с вами встреча, но совершенно нетрадиционная сегодня по составу участников и наших гостей, лекторов, и нетрадиционно, наверное, вообще по формату, такой общерамочному формату проведения сегодня семинара. Ну, во-первых, семинар у нас проходит в рамках и совместно с семинаром, который вот за этими дверьми сейчас по разным кабинетам и коридорам Дома дружбы народов работает семинар Ассамблеи народов России. И мы здесь являемся одной из площадок вот этой большого нашего события в республике. Я на самом деле сейчас не буду говорить о семинаре подробно, потому что у нас здесь сегодня на нашем семинаре присутствует Светлана Константиновна Смирнова, и в Удмуртской республике ее представлять особенно не нужно, наш родной человек. Ну а также официально, конечно, безусловно, сегодня Светлана Константиновна является председателем Совета Ассамблеи народов России, очень большой, очень солидной всероссийской организации, единственной подобного рода организации в Российской Федерации, которая занимается очень важными вопросами сохранения межнационального, межконфессионального мира и стабильности в нашей стране в целом. Ну и далее я хотела бы, безусловно, представить нашу программу и наших уважаемых гостей, которые сегодня участвуют в семинаре. И я думаю, что сегодня многие из вас пришли просто на человека, так говорят, да? Ну, в театр ходят на актера, а на семинар у нас ходят также и на личность, на журналиста, на специалиста, на человека. И я сегодня с удовольствием представляю так, пока заочно двоих, да, то есть наших участников, лекторов сегодняшнего семинара. Но на самом деле, кто у нас не первый раз на семинарах, вы прекрасно их знаете, потому что они у нас уже были, но достаточно уже давненько. Поэтому давайте сызнова где-то знакомиться, где-то вспоминать. Итак, я с удовольствием огромно представляю Малькову Веру Константиновну. Это наш давнишний партнер, друг. И Вера Константиновна работает в Институте этнологии, антропологии Российской Академии Наук, является доктором исторических наук, а также вот сейчас только завершилась у меня пресс-конференция в правительстве, я там тоже рассказала о нашем семинаре, о наших гостях, о наших специалистах. Вот. И Вера Константиновна до недавнего времени была фактически единственным профи, единственным профессионалом, специалистом вообще в Российской Федерации, которая занималась вопросом СМИ и этничности, вопросами того, как средства массовой информации в сегодняшней этнополитической, этносоциальной ситуации влияют на межнациональные отношения в Российской Федерации. И поэтому нам с вами крупно повезло, на самом деле, потому что мы получили, благодаря Ассамблее народов России, сегодня такого специалиста хорошего на наш семинар. Ну и после обеда у нас здесь заступает, так сказать, на семинарское, вот сюда на лекторское место Лянге Маргарита Арвидовна. Вы тоже ее прекрасно все знаете, она у нас уже была в республике тоже, и семинар у нас проводила с журналистами. Маргарита Арвидовна сегодня является единственным, пожалуй, наверное,
так скажем, совсем мягко, одним из немногих очень в российской на уровне федеральных средств массовой информации человеком, журналистом, который работает в теме этнического. Вы все, наверное, прекрасно знаете ее радиопередачу на Радио России. Кроме того, она является советником директора Радио России и президентом гильдии межэтнической журналистики России. Ну и также является заместителем председателя Совета Ассамблеи народов России. То есть человек, включающий в себя очень много, вообще человек огромной энергии, много функций, Вера Константиновна подсказывает. Но вы знаете, это человек, который вот, совершенно, как сказать-то, вот если совсем по-человечески, не по-чиновнически сказать, да, я всех людей делю для себя на нормальных и ненормальных. Ну, с хорошей точки зрения. Нормальные это те, кому по жизни все хорошо, хватает хлеба, там, зрелищ и так далее. А ненормальные это те, которым всегда чего-то не хватает в этой жизни, которые все время придумывают проекты, которые рвутся вперед. Ну, Маргарита Арвитовна вот из их числа. Вообще здесь у нас на семинаре, по-моему, все такие. Поэтому я рада приветствовать сегодня наших уважаемых гостей. И я уверена в этом, что сегодня семинар будет очень интересным. И я просто призываю вас быть не просто слушателями, а быть собеседниками, воспользоваться моментом, воспользоваться временем, воспользоваться присутствием здесь наших экспертов, задать вопросы, поделиться своими мнениями, да, то есть, ну, вообще всегда больше пользы, когда семинар превращается в хорошую, добрую дискуссию. Поэтому я надеюсь, что формат у нас сегодняшнего семинара будет именно таким. Ну и также, пользуясь случаем, хотела бы вас призвать к сотрудничеству с Министерством национальной политики, так как у нас сейчас идет разработка очень важных документов в сфере государственной национальной политики. Это стратегия государственной национальной политики Российской Федерации в Удмуртии. И вы можете свои присылать предложения, там какие-то идеи, да, в этот серьезный концептуальный документ на сайт Министерства национальной политики или в удобной для вас форме. Также идет сейчас разработка программы социально-экономического развития Удмуртской Республики. И также мы ждем ваших предложений конкретных в эту программу по нашему направлению. Также через сайт вы можете присылать свои предложения. Ну а вообще присылать проекты, идеи. Приходите, разговаривать будем. То есть мы, как всегда, открыты для общения. Ну а сейчас я хотела бы с удовольствием передать слово Светлане Константиновне Смирновой, председателю Совета Ассамблеи народов России, ну, во многом благодаря которой сегодня вот эта наша встреча, наш семинар состоялся. Спасибо, Лариса Николаевна. Добрый день, уважаемые журналисты. Я вас всех приветствую от имени Совета Ассамблеи народов России, общероссийской общественной организации. Как уже было сказано, это единственная сегодня в Российской Федерации такая межнациональная, многонациональная организация, которая охватывает все субъекты Российской Федерации. Но я думаю, что вы уже в курсе, что мы проводим в Удмуртии, в Ижевске уже 8-й окружной семинар, Приволжский окружной семинар, который направлен на укрепление единства российской нации и формирование общероссийской гражданской идентичности. Вы все знаете об основном документе, который сегодня регулирует сферу национальных отношений. Это стратегия государственной национальной политики Российской Федерации. У меня вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, кто из вас стратегию прочитал от начала до конца? Хотя бы один раз. Понятно. Журналисты не читали. Я на всех встречах, независимо с национальными культурными объединениями, с органами местного самоуправления, с органами государственной власти, задаю этот вопрос. Потому что если мы говорим о том, что мы участвуем с вами в реализации государственной национальной политики, а все сидящие в этом зале так или иначе связаны с этой реализацией, то, конечно, сегодня эта стратегия, по крайней мере, должна быть прочитана, а по большому счету она должна стать настольной книгой. Если мы говорим о национальной политике, о народах России, о гармонизации межэтнических отношений, мы, по крайней мере, должны понимать, а какие задачи ставит государство
перед органами власти, федеральной, региональной, перед органами местного самоуправления. Какова роль средств массовой информации в реализации данной стратегии? Это основные вопросы. И, конечно, вот мы сегодня специально действительно проводим семинар для того, чтобы еще раз акцентировать внимание именно на роль средств массовой информации как в информационном сопровождении реализации стратегии национальной политики, так и роль СМИ в гармонизации межэтнических отношений. Мы не случайно проводим наши семинары, посвященные этой важной теме укрепления единства российской нации. Вы знаете, что в 1996 году была принята концепция национальной политики, которая в связи с принятием новой стратегии она уже не действует. Там задачи были немножко другие. То есть на первый план ставились вопросы создания условий для сохранения и развития культуры, традиций, языков народов, населяющих Российскую Федерацию. То есть мы говорили об этнокультурном развитии народов Российской Федерации. Сейчас стратегия на первый план ставит вопросы укрепления единства народов России, укрепления единства российской нации. То есть появился термин «российская нация» или «россияне», и формирование общероссийской гражданской идентичности. То есть кто мы такие, как мы себя идентифицируем. Да, мы граждане Российской Федерации, но кто мы? Мы все русские, или мы россияне, или я русский удмурт, русский татарин, кто мы? И очень важно нам вместе со всеми определить свою идентичность, общероссийскую, общегражданскую идентичность, и работать в этом направлении. Безусловно, наличие или вот эта задача формирования общероссийской гражданской идентичности ни в коей мере не отрицает другие идентичности, этническую идентичность, региональную идентичность. Вы знаете, что когда была перепись 2010 года, даже было движение вот в Сибири, да, мы сибиряки, то есть голосуют как мы сибиряки, но сибиряки, как региональная идентичность, ни в коем случае, значит, не должна была отрицать этническую идентичность, ну и, конечно, не должна идти против общероссийской гражданской идентичности. То есть, имея разные уровни идентичности, на первый план мы должны ставить вопросы формирования общероссийской гражданской идентичности. Социологические исследования, которые проводятся в нашей стране постоянно, они показывают, что уровень осознания себя, принадлежности к единой российской нации, к сожалению, еще не очень высок. Он, конечно, разный по регионам, я на этом не буду останавливаться. Поэтому наши семинары, которые мы провели уже теперь во всех федеральных округах, их 8, 9 мы проведем уже в Новом Крымском федеральном округе в июле, либо в августе, сейчас мы согласовываем. Они как раз направлены на то, чтобы объединить усилия. То есть у нас в семинарах участвуют представители федеральной власти, региональных органов власти, местного самоуправления, представители различных национально-культурных объединений, средства массовой информации, журналисты, члены общественной палаты, то есть и те, которые связаны с национальной политикой, с реализацией национальной политики. Для того, чтобы выработать вместе общие подходы. И вот то, что Лариса Николаевна уже говорила, что у нас сейчас параллельно идет проектная сессия, и вы сможете в 12 часов увидеть результаты их, ну, получается, вчера они 4 часа работали, сегодня 2 часа. Вот то, что они сформируют за 6 часов работы, результаты, именно те проекты, которые они выработали, которые на взгляд... Да, ну, идеи, которые, ну, они уже там будет некая дорожная карта, посмотрим. Я пока не знаю, что получится, потому что люди же разные, они первый раз собрались вместе, а вот какой результат будет, мы сегодня сможем посмотреть. Но вот проектная сессия называется «Методы, формы, инструменты, механизмы по формированию общероссийской гражданской идентичности». То есть мы как раз говорим о том, что результатом нашей работы должна стать коллективная совместная работа по поиску тех форм, тех механизмов работы разных структур во взаимосвязи, которые работают на единство нашей страны, единство российской нации. Поэтому я думаю, что
вы тоже сможете задать вопросы участникам, и такой получится хороший разговор. Ну и, конечно, мне хочется еще раз акцентировать внимание, что 5 целей обозначено в стратегии государственной национальной политики. Они не ранжированы там на первом месте, на втором, там стоят буквы, но на первом месте, согласно текста, стоит как раз формирование общероссийской гражданской идентичности. Дальше этнокультурное развитие народов России. Следующий пункт – это гармонизация межнациональных отношений. Следующий пункт, 4, это равенство прав и свобод, независимо от национальности, вероисповедания и так далее. И 5 пункт обозначен социальная адаптация и интеграция мигрантов. То есть вот это вот 5 основных целей, которые поставило сегодня государство перед всеми нами. И мы для себя, как общероссийская организация, мы определили, что на данном этапе наша миссия, наша организация – это вот именно первая цель формирования общероссийской гражданской идентичности. Потому что в поле этнокультурного развития народов России работают множество организаций. Вот Марк Кириллович здесь присутствует, еврейская организация «Автономия», есть татарские, немецкие и так далее, которые сохраняют занимаются вопросами этнокультурного развития народов России. Мы для себя обозначили это укрепление единства российской нации. Спасибо большое, и я думаю, что мы уже должны просто передать слово для выступления Веры Константиновны Мальковой, которой мы очень благодарны. Вера Константиновна, спасибо вам большое. Вера Константиновна вместе с нами была в Екатеринбурге, мы там провели Уральский окружной семинар, и буквально в пятницу закончили, в субботу мы уже были здесь, и в этом зале уже проводили обучающий семинар, поэтому Вера Константиновна наш федеральный эксперт. Спасибо вам. Спасибо вам большое за представление. Уважаемое высокое собрание, для меня большая честь участвовать сегодня в таком интересном совещании, я бы сказала, заседании, в таком интересном семинаре, потому что журналисты для меня это не коллеги, а просто единомышленники во многих смыслах. Я была здесь, в Ижевске, очень давно, проводила семинар с журналистами, очень направленный, в то время был семинар. Сегодня мы работаем в рамках семинара Ассамблеи народов России, поэтому я прошу заранее некоторые извинения у вас, если будет немножко рыхлое мое выступление. Я по образованию не журналист, но всю жизнь действительно занималась проблемами, связанными со средствами массовой информации и освещением ими этничности во всех спектрах, начиная от создания этнических средств массовой информации и заканчивая анализом самой этнической информации. И, разумеется, встречами с журналистами. Поэтому я буду рассказывать с точки зрения аналитика, человека, который это изучает, но сам в этом не работает. Значит, сегодня мы с вами поговорим о некоторых проблемах деятельности российских СМИ в сфере межэтнических отношений. Наша тема связана с укреплением единства российской нации и формированием общероссийской гражданской идентичности. Вот сегодня Светлана Константиновна уже говорила о единстве. Я хотела бы обратить ваше внимание на сам термин, на само понятие. В философском словаре слово «единство» определяют как множество. Множество, составные части которого взаимосвязаны и взаимодействуют таким образом, что все вместе производят единое впечатление, действуют как единое целое. Мне кажется, это очень удачное определение этого термина, хотя, как и любая терминология, она может быть оспорена, дополнена и так далее. Но, тем не менее, единство – это множество, составные части которого взаимосвязаны и взаимодействуют. Вот поэтому я должна сказать, что тема очень сложная, порой спорная и даже политически острая.
но она очень актуальна в сегодняшнем полиэтничном мире. Я представлю некоторые выводы, полученные нами в ходе многолетних исследований в Институте этнологии и антропологии РАН. Итак, все мы понимаем, что одной из жизненных задач нашего общества является сохранение единства России, воспитание взаимоуважения между всеми ее народами и закрепление в массовом сознании идеи. Это наша общая страна, и мы все россияне. На выполнение этих важных задач направлены усилия очень многих государственных и общественных институтов, в том числе и средств массовой информации. Конечно, вы все знаете, и не только вы, но любой человек и в нашей стране в том числе, что СМИ – это периодическая печать, радио, телевидение, это оперативные, массовые, популярные источники информации. Вместе с сравнительно недавно появившимся интернетом они составляют значительную часть мирового информационного пространства, которое, как вы знаете, включает в себя очень многие вещи, в том числе систему образования, литературу, кинематограф, обычное человеческое общение и в целом саму жизнь. Каждый информационный канал имеет свои особенности и занимает в общественном пространстве свою нишу, выполняя определенные общественные функции. Конечно, вы это хорошо знаете, я просто вам немножко это напомню. Средства массовой информации информируют людей об определенных событиях, сообщают им о новостях. Они просвещают людей, они развлекают людей. Медийная информация касается всех сфер жизни, в том числе межэтнического общения. Транслируя огромные потоки информации, каждый канал одновременно распространяет в массовом сознании различные ценности, идеалы, образы, ориентиры и даже стандарты поведения. Мы видим, что далеко не всегда эти стандарты поведения отвечают моральным нормам, к которым привыкли россияне традиционно. В массовое сознание передаются определенные идеи и принципы, и идеалы. Тем самым средства массовой информации способствуют формированию у слушателей, зрителей, читателей определенных свойств и качеств. Мы наблюдаем, что способность СМИ распространять определенную информацию активно используют современные политики. Уж от этого никуда не денешься. Они представляют информацию или с миролюбивым, или с конфликтным подтекстом. Им в этом помогают спонсоры, конечно, редакторы многих изданий, которые выполняют эти заказы. То есть мы знаем, что политическое влияние на средства массовой информации очень большое. Но так делают масс-медиа, скажем, не только в нашей стране, это повсюду в мире продолжается и будет дальше. То есть мы видим, что средства массовой информации – это такое идеологическое, политическое оружие. И в данном случае в медиапространстве мы видим общественно-политическое противостояние разных групп. Мы видим информационные войны, которые ведутся, особенно сейчас, в последнее время, они интенсивно ведутся, и мы видим это и в связи с Украиной, и в связи с Сирией, в связи с многими другими, в связи с Олимпиадой, с многими другими событиями. В этой аудитории, наверное, не надо специально подчеркивать, что СМИ являются не только действенным общественно-политическим инструментом и механизмом, но и важным бизнес-инструментом. Бизнес-структуры используют информационные каналы для рекламы, для самопиара, для распространения информации о своих и чужих корпоративных интересах. Публикации о деятельности компании оцениваются в разных каналах массовой информации очень дорого. Например, по данным газеты «Ведомости», самые дорогие публикации размещаются в таких изданиях, как «Московский комсомолец», «Комсомольская правда», «Российская газета». По данным газеты «Ведомости», от 2 до 3 миллионов рублей за полосу. Конечно, эти суммы удивляют, но в интернете на некоторых сайтах LifeNews.ru,
Forbes.ru, BBC, Газета.ру, Лента.ру рекламные бизнес-материалы размещаются в сотни раз дороже. Я не знаю, можно ли верить информации газеты «Ведомости» в данном случае, но там называют суммы в 400 миллионов за сообщение о каких-то компаниях. Но думаю, что все-таки может быть не совсем такая сумма, но тем не менее суммы огромные. При нынешних рыночных отношениях идет острая борьба разных каналов за своего читателя, зрителя или слушателя. Конкуренция заставляет журналистов искать новые темы и формы разговора с массовой аудиторией, создавать горячие и острые материалы. И этничность, наряду с криминалом, финансами, светской жизнью и погодой, используется нередко как одна из горячих тем для привлечения внимания аудитории. Таким образом, средства массовой информации, как инструмент регулирования общественных отношений, могут способствовать формированию толерантных или конфликтных массовых представлений и спокойной или нестабильной общественной атмосферы в стране в целом. Это впрямую относится и к сфере межэтнического взаимодействия. Я должна сказать, но вы уже, конечно, и это знаете, что манипуляционных технологий для этого изобретено к сегодняшнему дню немало. Это создание актуальной повестки дня, привлечение внимания к определенным проблемам, замалчивание или, наоборот, настойчивое повторение отдельных фактов, специальные комментарии, сарказм и высмеивание, осуждение или одобрение событий и многое другое. Причем на каждом канале массовой информации, телевидение, пресса и так далее опять имеют свои особенности. Вы помните, что по телевидению можно подкрепить информацию особой музыкой, гримасами ведущих, картинкой, которая может быть сзади и показывает совершенно другой фоновой картинкой. То есть технологий изобретено очень много, еще будут и дальше изобретаться. Причем мы называем их и темные технологии, черные, и есть серые технологии, которые, в общем-то, на грани передаются, используются на грани. Тем не менее, современные СМИ очень полезны как властным структурам, так и обычным людям. Они создают общее информационное пространство в стране и в каждом отдельном регионе. Они помогают обществу и элитам сохранять стабильность или, наоборот, изменять общественные ситуации и процессы в необходимом этим элитам направлении. То есть мы видим, насколько это действенный инструмент управления обществом. И если он попадает в плохие руки, то, естественно, получается межэтническая тряска. Вы все знаете, что в нашей многонациональной стране есть сложности в сфере межнационального общения. Причин этому множество. Глобализационные и миграционные процессы, социальные, политические, экономические, культурные, психологические проблемы. Как записано в стратегии, о которой мы сегодня говорим, были некоторые просчеты в государственной и национальной политике. Это цитата, так что о просчетах вы можете говорить смело. К сожалению, в последнее время общественная напряженность не смягчается, а растет. И как результат, эти проблемы становятся все более актуальными не только в реальности, но и в средствах массовой информации. Выход видится один. Нужно искать формы, не разделяющие, а сближающие население страны в единое гражданское сообщество. Воспитывать людей в духе человеколюбия, гуманности, толерантности. Вот некоторые в последнее время выступают против слова «толерантность». Это, конечно, очень неоднозначное решение, потому что, конечно, это слово пришло, этот термин пришел к нам с Запада, но оно у разных народов, это слово, обозначает совершенно разные вещи. Однажды был проведен эксперимент по переводу этого слова у китайцев, у японцев, кстати, у медиков, это слово из медицины как будто бы пришло, что действительно совмещение разных частей должно быть или толерантным, или нетолерантным.
Поэтому оказалось, что это слово, конечно, его надо употреблять, может быть, не всегда, но тем не менее его из лексики пока убирать рано. В стратегии, о которой мы сегодня говорим, записано, что одной из целей государственной национальной политики России является упрочение российского гражданского самосознания и духовной общности многонационального российского народа. Поэтому естественно, что средства массовой информации должны играть в этих процессах одну из ведущих ролей. Но какие публикации СМИ могут выполнять миротворческую миссию, а какие могут стать конфликтогенным фактором для разных аудиторий? И это один из очень важных вопросов, которые пытаются решить во многих полиэтнических странах. Мы знаем, что такими проблемами занимаются практически во всех европейских странах, в странах Америки, причем не только в Соединенных Штатах. Ведь везде сейчас живут очень многие, то есть полиэтничность разнообразна практически в каждой стране. Поэтому для средств массовой информации и для администрации очень важно найти пути, при которых можно будет определить, эта публикация толерантна, а это конфликтогенна. Поэтому более-менее четкими ориентирами в этом вопросе являются известные международные и отечественные документы о стандартах и нормах поведения в демократическом обществе. Я вот здесь показываю вам некоторые наши документы. В нашей стране это соответствующие статьи Конституции России, Гражданского и Уголовного кодекса, ряд специальных законов о СМИ, о гражданстве, об экстремизме, о языках народов России, извините, уж по привычке. Кроме того, по аналогии с зарубежными странами, у нас разработан для СМИ ряд профессионально-этнических кодексов российских журналистов. Может быть, вы о них знаете, может быть, вы используете их в своей работе. Как видим, документов действительно немало, но в большинстве своем это лишь рамочные рекомендации, не содержащие конкретных рабочих понятий и определений. Например, довольно расплывчаты такие определения, как разжигание межнациональной розни. До сих пор эксперты, аналитики не могут определить в некоторых случаях, на самом деле это разжигание или это выражение позиции. И действительно, очень трудно иногда, я даже наблюдаю дискуссии в экспертных группах, когда предлагают определить из какого-то издания, подавать в суд на этого редактора или нет, не могут определить. При хорошем адвокате совершенно спокойно можно доказать, что это не разжигание межнациональной розни. Непонятно определение унижения национальной чести и достоинства. Мы очень давно сталкиваемся и с этим, и действительно трудно доказать, унижение это или нет. Непонятны другие термины: национальная исключительность, национал-фашизм, шовинизм, национал-экстремизм. То есть суждения, но они неоднозначные. Тем не менее, все эти документы, так же как и стратегия государственной национальной политики, так же, как и закон об ответственности региональной и муниципальной власти в сфере межнациональных отношений, в последние годы активно используются в российской практике. И я думаю, что ваши средства информации, вы как журналисты, тоже, конечно, будете обращать на это внимание. А вот давайте посмотрим, как конкретно осуществляется деятельность СМИ в сфере межэтнических отношений. Должна сказать, что эта сфера вообще многогранна. Там очень много, я уже упоминала, много ракурсов. Это и формирование различных средств массовой информации для определенной аудитории. В каждом регионе у нас живут разные представители разных национальных групп. Значит, для этой группы надо, для этой. Появляются обиды. Почему вот для этой группы есть газета, а вот для этой национальности газеты нет? Поэтому надо изучать аудиторию. Это один из ракурсов изучения этничности, проблемы этничности и средств массовой информации. Вопрос финансирования тоже очень важно. Почему одна газета вдруг такая красивая и интересная, армянская, скажем, немецкая, азербайджанская,
Почему другая газета, совсем маленький листочек или вообще нет газеты у кого-то. То есть проблема финансирования и равенства финансирования. Опять еще одно важное направление. Еще одно направление – это кадры. Кадры, которые должны заботиться и писать то есть активно работать в этом направлении. Их надо готовить толерантными, понимающими проблемы, осознающими то, что они делают. Ну и много других. Но сегодня мы остановимся только на информации с этнической окраской. Вот мы в нашем институте проводили очень много исследований по изучению вот этой самой информации. Прежде всего термин. Что такое информация с этнической окраской? Этот термин уже стал широко применяться, но мы были пионерами. Мы начинали такие исследования в 70-х годах, когда наш институт еще назывался Институт этнографии Академии наук СССР тогда еще. Потом нас уже в 91 году назвали Институт этнологии и антропологии Академии наук. Так вот, мы первое время искали, в каком же направлении в советское время изучать эти проблемы этничности СМИ. СМИ тогда только начинали широко распространяться, но этничность была, простите, пожалуйста, немножко прикрыта, прижата. В то время, в советские 70-е, 80-е годы, в первой половине особенно, речь шла только о том, что в средствах массовой информации можно было говорить, что этот народ очень гостеприимный, а этот народ певческий, а этот народ танцевальный. Так писали об узбеках, молдаванах, о русских и о многих других, но очень редко старались называть этнонимы. Вот как раз эти этнонимы: русский, татарский, украинский, немецкий и так далее. Потом постепенно, наверное, с начала 80-х годов мы проводили анализ союзных газет. В каждой республике выходили тогда газеты свои. Советская Молдавия, Заря Востока, грузинская, Правда Востока, узбекская и так далее. И мы с помощью контент-анализа, это очень серьезная методика, когда идет качественно-количественный подсчет определенных слов, определенных выражений даже, мы вдруг обнаружили, что эти газеты на протяжении последних 5-7 лет, это были 80-е годы, напоминаю, перед началом гласности, они больше пишут о том, что они отдают в центр и в Россию, в союзный центр и в Россию, и получают меньше. Вот на рубеже 80, наверное, 7-го, 88-го, 89-го года мы получили такую информацию, что Украина отдает России, теперь уже начали говорить и о республиках отдельно, отдает России большую часть своей пшеницы, своего угля и так далее. Вслед за ними начали говорить, или наоборот, начали, наверное, в Прибалтике, что эстонские апатиты уходят в Россию, у нас выкачивают сырьевые ресурсы. Все это пока говорилось очень мельком, немножко, но с помощью контент-анализа мы это все увидели. Узбеки в это время писали, и таджики, что Россия забирает у них хлопок. Возможно, все это было на самом деле. Но я хочу сказать о деятельности журналистов, которые принимали в этом участие. Одно из первых событий, которые мы зафиксировали, это передача программы «Взгляд». Тогда молодежная программа, как вы знаете, была. И там было впервые сказано о том, что узбекские хлопкоробы – это не хлопкоробы, это хлопкорабы. Вы не можете представить себе, какой шум был поднят в прессе Средней Азии. И узбеки, и таджики, и киргизы даже. То есть в их прессе высказывались самые авторитетные люди с возмущением. Вот этот пример, когда задели национальные чувства, задели национальную честь и достоинство. Какие мы рабы? Разве мы рабы? Мы даем России свой хлопок, даем стране свой хлопок. А нас назвали хлопкорабами. Еще второй случай тут же был, сразу же почти, когда грузин представили, образ грузина
которые торгуют на рынках, и у них большая кепка аэродром. Тоже было великое возмущение. Вот эти были два первых факта, когда журналисты осмелились говорить о представителях каких-то национальностей с юмором, может быть, немножко с насмешкой и так далее. Вы слышали, конечно, знаете, что сейчас в Якутии подали иск судебный о том, что якуты чукчу определили как наивного человека в одном из словарей, который очень так по-простому смотрит на мир. И, конечно, представители чукчи очень сильно обиделись. Вот смотрите, какие моменты могут быть конфликтогенными. И, конечно, мы воспринимаем, к сожалению, некоторые вещи как анекдот, как курьез, а для некоторых представителей других народов это большая обида. Но я вернусь все же к информации с этнической окраской. Это в основном публикации, упоминания в публикациях о странах и народах, об их образе жизни, о национальных или этнических обычаях и ценностях. Это также сообщение об этнической политике и межэтническом взаимодействии. Это информация об этнической культуре, экономике, спорте и вообще обо всех сферах жизни, которые связаны немножко с этничностью. А могут быть и не связаны, но там будет этноним. Этноним русский, татарский, украинский, даже в политике, даже в экономике. Но, кроме того, этничность в СМИ – это еще и очень трудноуловимые явления, связанные с этнической психологией людей, чувствами, эмоциями, представлениями. Этническая информация спокойная или гневная, сочувствующая или осуждающая, серьезная или насмешливая, может быть толерантной, нейтральной или конфликтной. И в зависимости от этого она по-разному влияет на людей и на их мировоззрение. Я вам покажу вот этот слайд, следующий. Очень плохо, конечно, видно, но основные признаки этнической информации, если потом вас заинтересует, вы посмотрите. Вот я тут же еще раз, может быть, даже повторю. Основными признаками этнической информации в газете, в передачах радио и телевидения являются упоминания этнонимов. Например, узбекский, татарский, немецкий, английский и так далее. В некоторых случаях это упоминание названий стран или их столиц, а также употребление слов, связанных с этничностью. Ксенофобия, шовинизм, национализм, национал-экстремизм и так далее. Специально подчеркну, что этнически окрашенные материалы, передаваемые в СМИ, могут выполнять очень гуманную, толерантную миссию. Из СМИ люди узнают много нового, не только о жизни других народов и этносов, но нередко и о своем собственном. Подобная этническая информация может воспитывать у читателей, слушателей, зрителей интерес и уважение к своему и другим народам, к их жизни и достижениям. СМИ могут также объединять людей вокруг определенных идей и ценностей, вокруг некоторых личностей и их поступков. И в этом проявляется чаще всего позитивная миссия СМИ. А вот давайте посмотрим, что негативного несут разные каналы массовой информации в массовое сознание. К сожалению, практика показывает, что СМИ могут ориентировать массовое сознание не только на толерантные идеи единства и равенства всех народов перед законом, но также и на идеи приоритетов и льгот, идеи ксенофобии, шовинизма, национал-фашизма и расизма. Президент страны недавно вполне справедливо упрекнул СМИ в том, что они подыгрывают националистам. Это цитата, между прочим. Националистам, которые для достижения своих политических целей нагнетают напряженность в обществе и используют при этом даже конфликты, возникающие на бытовой почве. Вот это еще одна спорная проблема, что такое бытовой конфликт и что такое этнический конфликт. Очень часто власти стараются уйти от того, что здесь произошел межэтнический конфликт. И говорят, что это простая бытовая драка или простое выяснение отношений, и не надо его. Мне кажется, это не принципиально.
Конечно, лучше назвать, что это бытовой конфликт, но все равно, если там присутствует этнический компонент, то люди группируются вокруг него. Вы посмотрите на эти стычки, скажем, на Матвеевском рынке в Москве, Бирюлево и так далее. То есть идея, сначала, конечно, был бытовой конфликт, но потом постепенно развивается и идет. Вот здесь трудная задача для журналистов. Но я думаю, конечно, вас поправляют редакторы и спонсоры. Для того, чтобы привлечь людей, там напишут, что это этнический конфликт. Для того, чтобы успокоить население, можно написать, что это бытовой конфликт. И он быстро разрешился, все разошлись. Вот тут недавно в Москве была драка, когда на строительстве Москва-Сити подрались, кажется, узбеки с чеченцами, я могу ошибаться. Очень большая драка. Там в 50 человек с одной стороны, с другой стороны, дрались арматурой, какой угодно. Не было никаких известий в СМИ. Только через день, когда весь интернет уже забурлил, когда снимки появились, тогда и средства массовой информации стали об этом говорить. У вас на Урале мы знаем, что происходит очень много маленьких, небольших столкновений. И иногда они сообщают, иногда не сообщают, быстро, слава богу, их останавливают. Поэтому, конечно, деятельность журналистов здесь, в этих вопросах, очень-очень важна. И в самом деле, как показывают многочисленные исследования наши и другие, средства массовой информации могут разделять людей на недружественные группы, пропагандировать нашу и их отдельность, наше и их превосходство или, наоборот, нашу ущемленность. Они могут разжигать межгрупповое соперничество, противоречия и конкуренцию этнических групп. Они могут провоцировать межгрупповые обиды, формировать ксенофобские представления, взгляды и установки у представителей разных групп. Они могут обвинять других в наших неудачах и слабости, поддерживать социальную и межэтническую напряженность, распространять в обществе беспокойство, тревогу и страх. От гражданской позиции и ответственности СМИ, их владельцев, спонсоров и конкретных авторов в большой мере зависит, будет ли в стране или регионе межнациональный мир, или будет поддерживаться межнациональная напряженность, разжигаться межнациональная рознь. Ну, понятно, что в этих условиях и общество должно защищаться и противостоять негативным информационным попыткам и процессам. Но сделать это нелегко. Вот мы уже говорили, что документы есть, но документы надо дорабатывать. Значит, одно из направлений – это совершенствовать наше законодательство в сфере вот как раз деятельности СМИ в области освещения этничности. В настоящее время изобретено много информационных технологий, с помощью которых можно так или иначе влиять на необходимое коммуникатору восприятие медийных сообщений, то есть манипулировать массовым сознанием. Например, можно внушить читателю, слушателю, зрителю не только позитивную, но и негативную мысль, убедить его в этом. Вы сами знаете, вот даже на простых примерах, но уже не касающихся средств массовой информации, когда мы рассказываем своим товарищам о каких-то впечатлениях своих, мы говорим, а вот он-то так сделал, а надо бы вот так, а я сделал, вот я хорошо сделал. То есть каждый пытается себя представить немножко в другом образе. Или пусть с его точки зрения это так и есть, такая реальность есть. То есть так же поступают, видимо, и средства массовой информации, некоторые журналисты. Они не показывают реальность, они отражают ее по-своему. Это вы хорошо знаете, и для вас эти технологии знакомы. Например, можно объединить полиэтничное население и граждан страны или разъединить его на отдельные группы, условно говоря, на нас и не нас. Причем эти не мы или другие могут быть представлены в СМИ тоже не одинаково, как соседи или партнеры, с которыми можно найти точки соприкосновения, а могут быть представлены в образе серьезных наших конкурентов или врагов. Вот это мы видим, например, на сегодняшних примерах в связи с международными отношениями.
то они партнеры наши, мы с ними дружим, у нас хороший друг Рю, у нас хороший друг Коль и так далее. Через некоторое время мы видим, что наши партнеры немножко колеблются. Особенно это видно даже на просторах нашего, извините, содружества с СНГ, когда белорусская власть, не народ, я говорю, то они наши товарищи хорошие, то они наши противники. И мне жалко, если получится, я посмотрю сегодня, есть ли у меня эти слайды, потому что такие интересные фотографии в газетах появляются, в центральных. Лидеров рисуют, как только можно. Я сегодня была не готова к этому семинару, я вам признаюсь, мне сказать за 5 минут до этого. Если бы я знала, что я встречусь с журналистами, я бы подготовила вам материалы сногсшибательные. Но я посмотрю, может, у меня даже есть, потом в дискуссии покажу. То есть хочу сказать, что можно по-разному представить разных и страны, и народы, и их лидеров. Опыт последних десятилетий показывает, что с помощью этнически окрашенной информации, передаваемой в определенном ракурсе, можно мобилизовать людей не только на добрые дела. Поднятая или мобилизованная политиками и журналистами этничность может сплотить представителей одного этноса, например, на основе защиты их национальных ценностей, родной земли, родной страны, религии и других национальных святынь. Вот мы видим неоднократно, просто на наших глазах все это видно, как на основе защиты, допустим, Крыма. Вы помните, какое ликование было, когда Крым возвратился в Россию, да? Но украинцы ведь тоже с этим не смирились. То есть вот эта идея защиты родной земли, о которой, кстати, вчера говорил Путин. Вы, может быть, слышали частичку его встречи в Архангельской области с молодежью. И вот там он говорил, напомнил кадры из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», когда там сказал, ну, подумаешь, какую-то область, забирайте ее. Нет, территория, это очень важно, мы об этом еще сейчас поговорим, это одна из важных ценностей для любого народа, для любой страны. Поэтому, используя реальные и мнимые этнические обиды или ложные идеи и цели, можно возбудить массовое национальное самосознание и направить гнев людей на других, на тех, кто якобы пытается отнять у нас наши ценности. Вот мы видим это в случае с мигрантами, когда приезжают мигранты, и центральные, например, газеты заполнены, сейчас потише стало, но были заполнены публикациями о том, что мигранты, они не просто к нам приехали и нам помогают, они вытесняют нас, они способствуют вытеснению одного населения и замещению его другим. То есть идеи эти очень сплачивают и принимающее сообщество с одной стороны, и приезжих с другой стороны. Приведу свежий пример. Публикация в газете «Аргументы и факты» под заголовком «Сколько стоят мигранты?» И подзаголовок «Больницы и школы работают на приезжих за деньги россиян?» Знак вопроса. Здесь сформулирована и тиражируется в массовом сознании через популярную газету идея, что из-за мигрантов россияне что-то теряют, но что при этом приобретают, в публикации не показано. Подобные многочисленные примеры необъективной, однобокой этнической журналистики мы фиксировали в 90-х годах в прессе бывших союзных и некоторых наших российских республик. И в настоящее время практически во всех крупных регионах и городах России мы видим разъединяющие людей примеры выступлений СМИ, связанные с миграционной ситуацией. Вот здесь очень сложная проблема. Как быть? С одной стороны, каждый россиянин должен защищать свои интересы, интересы своей страны. С другой стороны, нам постоянно говорят о пользе мигрантов, о пользе трудовых ресурсов, без которых мы не обойдемся. И наша страна может остановиться в развитии. Вот здесь такие противоречия, поэтому вы, как журналисты, должны видеть две тенденции, которые немножко противоречат. Но они,
тем не менее, находятся в очень тесном соприкосновении. Одна из них – это общее развитие всего народа, единение, о котором мы сегодня говорим, формирование общероссийской идентичности, а с другой стороны, локализация на отдельные кусочки, в отдельных регионах. Я уже не о мигрантах говорю, я говорю даже здесь о развитии этнических групп и этнических объединений. Вот скажите, пожалуйста, какое из этих направлений должно быть доминирующим? Вот аналитики и ученые очень долго над этим размышляют, наш академик Тишков об этом пишет, что пока неизвестно, какое направление может быть доминирующим. Может быть, в разных условиях, в разных регионах по-разному подходить к этому. Очень сложно понять. И вы, как журналисты, безусловно, должны находить компромисс. Писать и об этом, и об этом. То есть и о частях, и о целом. Вот рассматривая вопрос о роли СМИ в укреплении единства российской нации и формировании общегражданской идентичности, можно вспомнить о том, как и из чего формируется представление людей о странах, регионах и народах. Наши многочисленные исследования отечественных СМИ и результаты проведенных соцопросов показывают, что представления о стране или регионе и ее народе, как правило, складываются из следующих составляющих. Очень жаль, что здесь небольшой, но я все равно скажу об этом вслух, поэтому вы посмотрите на слайде. Значит, представление о единстве страны или региона, из чего складывается? Это представление о территории и природе страны, в том числе о ее природных достопримечательностях и сырьевых ресурсах. При формировании общенационального самосознания здесь должна присутствовать идея. Это наша общая земля, это наша территория, это наше достояние или богатство. В средствах массовой информации это могут быть географические карты и доступная всем информация о своей маленькой или большой стране. Я должна сказать, что мы проводили исследования в основном с акцентом на Республике Северного Кавказа. И спрашивали, проводим маленький опрос, небольшая анкетка, спрашивали россиян в разных регионах страны. Что вы можете сказать, скажем, о Республике Ингушетия? Что вам известно о Чечне? Что вам известно о Кабардино-Балкарии? То есть отдельные регионы напоминали. И это был свободный опрос. На что люди вышли? Территория, в первую очередь, природа. Мне понравилось, как вчера, вот при открытии нашего семинара, показали минутный ролик о Удмуртии. И там в первую очередь показали действительно вот эту зелень, вот эти холмы красивые, вот эти великолепные овраги, вообще все это, весь ландшафт просто исключительный. Мы узнали, может быть, и не узнали о том, как добывается нефть здесь с этими качалками. Дальше, следующая, значит, составляющая – это представление о населении страны или региона, о его численности, этническом составе, об этнокультурном облике всего народа и многое другое, что его объединяет. Например, государственность, символика, ведь символы тоже придумали не зря. Как при гимне встают, причем гимн такой торжественный у вас, я, можно сказать, впервые даже услышала этот гимн в таком исполнении, в таком зале, как торжественно, вместе с государственным гимном страны. Или герб ваш, или флаг, вот эти вещи тоже это объединяющие ценности. Если, допустим, в газетах или на телевидении время от времени будут они появляться, то это тоже скрепляет массовое сознание. Здесь могли бы, в представлениях о народе, здесь могли бы присутствовать идеи о преимуществах полиэтничности, о позитивных культурно-психологических особенностях народа. Следующая составляющая – это представление об истории страны, края, региона, о национальных героях и лидерах.
Так что это, конечно, очень важно для того, чтобы человек знал, что он включен в систему в исторический процесс, что он частичкой, он будет передавать дальше своим потомкам то, что он получил от предков. Это действительно жизненная цепочка. И все это надо хранить. То есть представление об истории страны очень важно. Конечно, представление о национальной культуре данного народа и россиян вместе, о многочисленных материальных и духовных ценностях, о местных достопримечательностях и брендах, и одновременно об общих, общероссийских также достопримечательностях. В этом ряду и представление об экономике и положении страны в мировом пространстве. И не только страны. Если вы пишете о регионе, вы, конечно, можете писать об этом. Мы провели одну интересную работу, на мой взгляд, образы под названием «Образы республик в интернете». Вы знаете, все эти составляющие там присутствовали, почти все, в каждой республике по-разному. Ваша республика там тоже очень хорошо представлена. У нас есть работа, большая работа, называется «Культура и книга». Причем вышла она в прошлом году, по-моему, или в 2012-м, я уже забыла. «Культура, природа и культура», кажется, так называется. Я главный редактор, и я забыла название. Очень много просто книг выходит. Да. И так вот, там мы представили разные составляющие, из которых появляются представления людей об этой стране, об этом народе. Вот то, что я вам перечислила, еще не все. Вот экономика и положение страны в мировом пространстве очень имеет большое значение. В этих вот сайтах о разных республиках гордость за то, что мы имеем. У нас такие-то природные ресурсы, у нас такие-то границы. Мы находимся в 2 или в 10 часах от центра страны. То есть вот чего только люди не замечают. И этим они гордятся. Или у нас мы отстаем на 2 часа, скажем, от московского времени, или мы, наоборот, опережаем там на несколько часов московское время. То есть все. Очень важно, дороги, какие у нас дороги, сообщения есть или нет. Для чего это нужно? Это не только для того, чтобы складывался единый образ республики, допустим, или страны, а это бренды. Для привлечения трудовых ресурсов, для привлечения молодежи, для привлечения туристов, конечно. Поэтому все, что можно найти интересного в республике и в стране, вы можете описывать это с очень с хорошей подачей. И самое главное, это, конечно, общественные представления о стратегиях развития страны, региона, его народа и об их будущем. И надо сказать, что вот в этих республиканских сайтах очень хорошо эти стратегии прописаны. Значит, мы должны, пишут, составляют эти стратегии, вообще вот эти сайты, кстати, далеко не все равнозначные. Одни очень красивые и хорошие, другие просто приводят там цифры, какие-то массовые цифры, в которых очень трудно разобраться. Но вы обратите внимание на свой сайт. Я тоже его давно не видела, вот с тех пор, как писала, поэтому я не знаю, может, у вас даже блестящий сайт. Но вот эти все вещи, особенно стратегии, куда мы идем, вот это очень важно. То есть мы сейчас находимся на этой стадии, но впереди у нас такие планы: построить что-то, сделать, воспитать людей. То есть оптимизм присутствует почти во всех вещах. И вы, как журналисты, должны это описывать. Нет, не должны, ни в коем случае не буду, это я нечаянно сказала. То есть можете это описывать, и это будет вам большой плюс, потому что здесь будут дискуссии. А мы вот не хотим, чтобы у нас строили здесь канал или какую-то дорогу. А мы вот хотим, чтобы у нас дом культуры построили или еще что-то. То есть вы вызовете, вы оживите общественное сознание. Ну, это просто советы некоторые, которые можно не принимать. И многое из перечисленного вот здесь может быть в СМИ мифологизировано. И это неизбежно. Но именно такую информацию о своей стране или о своем регионе важно было бы получать
респондентам через средства массовой информации. И желательно подкреплять ее идеями о поступательном движении страны, о достойных лидерах, идеями и о желании общества улучшать и совершенствовать свою жизнь. Но такие фантастические картины пока не соответствуют нашей медийной практике. Достаточно информации для формирования общегражданской идентичности и российского патриотизма в современных СМИ, к сожалению, не так уж много. Местные издания в основном сосредоточены на своих локальных проблемах, что частично оправдано. Но закрываться только в своих территориальных или национальных рамках в современных условиях – это непродуктивно и политически это не оправдано. А центральные СМИ в целом создают далеко не позитивный образ страны, ее народа и ее властей. Особенно это касается таких газет, как «Московский комсомолец», «Аргументы и факты», «Комсомольская правда» и так далее. Кроме того, современная пресса довольно редко, в основном только по праздникам, использует объединяющую риторику или лексику. Например, понятия, которые веками употребляла российская периодика. Отечество, отчизна, наша страна и другое. Хотя в отдельных изданиях бывают исключения. Но это пресса. А что мы можем видеть из телепередач центрального телевидения, которое сегодня в значительной мере диктует повестку дня? Как ни странно, телепередачами, условно объединяющими разные регионы страны и народы, можно считать краткие сообщения о погоде. Вот это удивительно. В этих минутных сообщениях зритель может мельком увидеть общую географическую карту страны или ее фрагменты. Московские синоптики стараются показать погоду в разных регионах страны, подчеркивая тем самым ее территориальную или географическую огромность и целостность. Но это лишь маленькие фрагменты, которые сразу же забываются. С недавних пор некая объединяющая население идея стала появляться в телевизионной рекламе «Газпрома» о том, что газ – это наше общее достояние. При всей позитивности замысла это высказывание вряд ли в реальности способно объединить олигархов, руководящих «Газпромом», и все население. Объединяющими передачами на телевидении можно считать спортивные соревнования, особенно международные. Это одна из важных форм психологического единения граждан. Вообще победы нашей страны на разных поприщах, хоть они и редкие, играют важную роль в сплочении граждан и в скреплении страны, особенно при удачной подаче материалов. Можно напомнить некоторые примеры последнего времени. Например, достойную роль российской дипломатии в сирийском кризисе, общегражданские переживания по поводу наводнений и катастроф, празднование Дня Победы, всероссийское ликование по поводу возвращения Крыма, проведение Олимпиады и нынешние переживания в стране из-за событий на Украине. Ну, может быть и другое. Многие СМИ играют во всем этом активную информационно-пропагандистскую роль. Я подчеркиваю, здесь не только информация, здесь пропаганда идет, и мы все это видим. Как мы видим, они с помощью своих материалов не просто освещают события, а направленно формируют массовые оценки и представления россиян об этих событиях. Возбуждают их гражданское самосознание, патриотизм и гордость за свою родину. Вот мы опять возвращаемся к тому, какая огромная общественная роль принадлежит вам и вашему инструменту, средствам массовой информации. Таким образом, власть информационного пространства над аудиторией неоспорима. Поэтому надо более эффективно искать возможности использования его потенциала для укрепления единства российской нации и для формирования общероссийской гражданской идентичности. А наша с вами задача – привлечь к этим проблемам внимание общественности, ваша собственная журналистская, внимание политиков, чиновников, других организаторов общественной жизни, показать им актуальность и значимость этих проблем. И я думаю, что сегодняшняя наша встреча – это еще один маленький этап в решении поставленных задач. Спасибо вам большое за внимание. Вот такая.
Спасибо. Ну, я так понимаю, что пока можно уже вопросы задавать и дискуссию начнем. Кто-нибудь желает выступить со своими мнениями, замечаниями, с вопросами и так далее? Да, пожалуйста, представьтесь, пожалуйста. Юрий Валерьянович, эксперт Министерства национальной политики Удмуртской республики. Я бы хотел уточнить одно понятие, вот мы как раз много спорим, и я бы хотел уточнить понятие, что такое идентичность. Для начала. Вообще, действительно, к нам в наш язык вошло очень много слов, которые идут с Запада. Считается, что когда говорят между собой специалисты, люди, понимающие друг друга, они могут только терминами какими-нибудь оперировать, да? И поэтому я, например, против этого. Конечно, самосознание, то, что мы раньше говорили и теперь говорим, и употребляем, эти слова, может быть, не совсем идентичны. Психологи пытаются доказывать, что разница есть между идентичностью и между самосознанием. Но все-таки и для нас, и для массового сознания, мне кажется, совершенно спокойно можно говорить слово «самосознание». Так что мы формируем, пытаемся говорить о формировании общероссийского самосознания, общероссийского патриотизма, может быть, не такого квасного, не такого, о котором мы раньше говорили, что рвем рубашку и идем на амбразуру, но патриотизм, безусловно, должен быть. Так что спасибо вам большое за термин. Я бы хотел еще тут сделать. Понимаете, на мой взгляд, идентифицируют в юриспруденции нож, обувь, извините, труп. То есть... Может, вы выйдете сюда, пожалуйста? Я потом не уйду оттуда, ведь. Ну и пусть. Юрий Валерьянович. Вот я студентам ставил тройку, когда к концу семестра они могли выговорить это все. Я почему начинаю со слов, с терминов? Потому что о терминах надо договариваться. И когда мы говорим об идентичности, вот я уже и книжку написал, но там написал самосознание, этническое самосознание. Ну, какая идентичность может быть у средневекового удмурта, извините меня? Речь идет о том, что надо договариваться о терминах достаточно точно. Вот уважаемый докладчик говорил ведь, что целый ряд терминов, которые употребляются в законодательстве, они настолько расплывчатые, что уловить где-то границу, тонкую грань размытую или сознательно размываемую, достаточно сложно. И практически вот сколько мы не встречались и у вас в институте, и на разного рода семинарах, эта игра в термины, она, я не думаю, что доведет до добра. Ведь получается, у нас есть закон об экстремистской деятельности. Термин экстремизм не отработан. Нет. Сегодня начинают поднимать вопрос активно, причем называют тех же, допустим, украинских нынешних руководителей фашистами. Но определить фашизм как национал-социализм или какие-то иные границы обозначить тоже достаточно сложно. И вот эта броскость, она играет очень-очень нехорошую роль. Не по причине того, что люди хотят навредить, но слово подходит, вброшено, оно гуляет, оно вроде бы и всем понятно. Хотя, конечно, что то, что происходит сегодня, это откровенно карательная операция, и вся эта бандеровщина, она воспитана фашизмом. Есть еще целый ряд моментов, на которые я бы хотел обратить внимание. Вот увлечение этими англоязычными терминами и так далее на нашей земле. Сегодня даже во всех законах уже прописано: избираем мэра. Но когда на Ижевском заводе был мэр, у нас что, Бирмингем, Лангедок? Наверное, нет. Есть городской голова, был председатель совета, но почему должен быть мэр? Вот я сейчас скажу одну вещь, которую, может быть,
только в этой аудитории, никуда дальше выносить не надо. Слово «сити-менеджер», он с удмуртского языка слово «сити», оно очень-очень плохо переводится. Кто знает удмуртский язык, вот товарищи улыбаются тут. Плакать надо, дорогие мои, когда во главе столицы Удмуртии стоит сити-менеджер. Я не буду переводить. Бурановский хорошо знает, везде говорят это же. Вот, ну, ведь это же сейчас внедрено, к сожалению. Вот у нас в свое время Ижевск назывался Устиновым. Вот видите, какие комментарии пошли. И слово Устинов тоже, ну, в удмуртском языке не имеет такого позитивного значения, мягко выражаясь. Поэтому я очень бы просил журналистов внимательнейшим образом относиться к слову, к термину. Есть еще целый ряд вопросов, на которые я бы хотел обратить ваше внимание. Когда речь идет о проработке законов, нормативных актов, ну, каким-то образом, вот буквально вчера был сформирован совет по русскому языку при президенте Российской Федерации. Вот меня это обрадовало, что законы Российской Федерации все-таки будут писаться по-русски. Особенно те, что касается вот этих расплывчатых определений, и те, что касается вот каких-то новаций. Потому что переход на, скажем так, искалеченные англоязычные термины, они начисто смывают смысл закона. И если этого не делать, в содружестве, допустим, Института этнографии с Институтом русского языка, ну, выходит то, что выходит. И талантливые или жадные до денег адвокаты, вы сами сейчас говорили, сделают так, что у нас толкование национальной проблемы перерастает в совершенно иные вещи. Ну и, наконец, то, что тоже прозвучало в вашем докладе, я бы обратил внимание на реалии нашей действительности, или, как, по-моему, Горький писал, свинцовые мерзости. Надо прямо сказать, что свободная пресса в России – это нонсенс. Не было и не будет в ближайшее время. Платит тот, кто заказывает музыку. Заказывает музыку тот, кто платит, так надо сказать. Кому выгодно? Значит, если тот же московский комсомолец раздувает, сознательно подчеркиваю, кстати, к комсомолу никакого отношения не имеет, вот, раздувает проблему, значит, кому-то выгодно. И если на, опять же, Сити, Москва-Сити, начинается драка, не затрагивают вопрос, а кому выгодны вот эти вот сотни мигрантов, работающие за гроши, без разрешений, без 5-го, 10-го и 100-го, что положено в этих самых нормативных актах. Почему такое скопище откровенно нелегалов, и среди них вполне допускается значительная часть криминальных элементов? Вот этого ведь не касаются. Ну вот подрались узбеки с киргизами. Причина-то в чем? Что они доделят? Вот этот очень больной вопрос, он, как правило, не затрагивается. Даже когда вот я хожу с вашими с анкетами, которые распространяет ваш уважаемый институт, я вот этой политического аспекта, экономического аспекта, социального аспекта я не вижу. Или это дело Института социологии, и у вас не пересекаются потом вот эти, не пересекаются эти моменты. И получается картина однобокая, неполная. Читаю журнал «Вопросы социологии», один аспект, вопросы этнографии, другой, этнографическое обозрение. А серьезную монографию, которая могла бы показать, что здесь не только ведь национальные аспекты, тут гораздо больше всего, увы, отсутствует. Ну, у нас, к сожалению, она не рыночная, она пока примитивно-базарная. Промелькнуло о рекламе «Газпрома». Извините, к нам их прибыли не имеют никакого отношения. Правильно, поэтому не объединяющая идея, Вот. хотя на это направлена была. Да, газ наш чей? Газпромовский? Вот. Прибыли чьи тоже газпромовские. А мы тогда-то И кто куда здесь? они идут, потом тоже не
И еще один момент, который бы мне хотелось как-то затронуть. Понимаете, получается, что у нас в стране возникают какие-то анклавы с региональным самосознанием. Вы знаете, что в переписи упоминались и москвичи, и поморы, и казачьи там аспекты. Да. Я согласен, что они там долю занимали. Но они ведь появились. И вот преимущество, особенно, вы уж извините, тут так получается, в Москву приезжаешь, ты провинциал, а мы москвичи. Это есть. Я, как говорится, я с Ижевска, что это? Тоже работаю, с Ижевска приехал, с обкома партии. Поэтому я очень прошу, чтобы вот эти исследования шли немножко именно поглубже. Не только в аспектах подачи материала, но и, обращаясь к журналистам, хотя это очень-очень сложно сделать, продвигать коренные причины разницы, разногласий, вот этих конфликтов, которые доводятся до, к сожалению, такого иной раз кровавого конца. Ведь никто не поспорит, что магазинчик, который, допустим, кто-то из северокавказских мигрантов устроил в центре села, он появился здесь только благодаря коррупции, исключительно. Дали взятку, магазин разрешили. Но ведь не национальный же здесь аспект. Но вот этого практически не коснуться. Вот в чем беда. И если коснуться, ну уж извините меня, 24 часа редактор освободит стул. Однозначно. Поэтому я думаю, что и политическое воспитание, и не только этническое проводить надо журналистами, а со стороны органов государственной власти, вот на мой взгляд, необходимо почаще присматриваться к тем изданиям, к тем трудам, которые выходят из-под пера или, сейчас, как говорят, компьютера наших научных работников. Согласитесь, что востребованность ваших трудов, ну и моих тоже, в конце концов, она далеко не та, которая должна быть. Со стороны власти. А я об этом хочу сказать, да, со стороны власти. Вы меня предупреждаете уже, я пошел все. Нет, ну чтобы другие могли еще. У нас просто остается... А я предупреждал, что потом не выгонят. Спасибо. Спасибо. Коллеги, у нас 10 минут до завершения нашей первой части, поэтому, пожалуйста, вопросы, может быть, какие-то... Вера Константиновна, можно вопрос? Да, конечно, можно. Юлия Михайлова, пресс-служба Дома дружбы народов. Вы сказали, что в 70-е годы вы курировали, отслеживали работу газет из других республик, да, грузинская, там, узбекская, правда, и так далее. Проходит ли такая работа сейчас? Имеете ли вы право, имеете ли вы доступ в народные, вот национальные газеты, да, других содружеств? Хороший вопрос. В том числе меня интересуют украинские СМИ, насколько вы допущены к ним. Спасибо за вопрос. Нет, я должна сказать, что не потому, что мы допущены или не допущены. Вы же сами видите, что это свободно можно делать. Но дело в том, что раньше мы это делали в исторической библиотеке, в Ленинской библиотеке. Сейчас эти вещи не получаются, они не выписывают. Вот в чем дело. Я не могу себе достать эти газеты. Так же, как не могу достать газеты наши, этнические. Я сегодня вам ничего не говорила об этнических СМИ. А это такая большая проблема, очень интересная, потому что у многих этнических сообществ есть свои издания, и там они пишут не только о том, как они живут, а именно о стратегиях. Вот приехали мигранты в определенное место, азербайджанцы, допустим, и они сейчас во многих регионах имеют свои сообщества. Они издают газеты свои. Есть одна большая, две больших, Азеррос и Азербайджанский конгресс. Также и немцы российские, также и армяне, также и евреи, очень много других национальностей, которые пишут не только о том, как они живут, какие у них главные проблемы, но самое главное о стратегиях,
как мы будем развиваться дальше в этом новом пространстве, как мы должны вливаться в общую жизнь, какие позиции, вот это меня больше всего удивляет, какие позиции наша община должна занять на этой новой территории, в экономике, в политике. Вот это меня удивляет. Ведь мы создали национально-культурные объединения для того, чтобы развивать культуру, язык сохранять, для того, чтобы традиции сохранялись. А здесь люди уже говорят об этнической экономике в этом регионе. Говорят о том, что мы целой группой должны идти в политику. Вот у нас нет наших представителей в армии, у нас, это азербайджанцы пишут, у нас нет, да, вы потом скажете, да, еще некоторые группы. Понимаете, вот это уже наступление, я написала книгу и назвала ее «Мобилизация этнических сообществ в современной России». Она уже вышла, я тут ее привезла даже одну. По этнической прессе. То есть в этих газетах они откровенно рассказывают, какая цель у этих сообществ. Большинство людей, представителей этих сообществ, они об этом даже и не знают. Знают лидеры, знают активисты, знают некоторые читатели, которые с этим связаны. И спонсоры, конечно. Спонсоры у каждого. Поэтому газеты союзных республик, я лично ими сейчас не занимаюсь, потому что это огромное море вообще, вот я вам говорила, сколько проблем, связанных с этничностью и средствами массовой информации. Нет, их достать трудно, и все-таки задача наша пока о России. Спасибо за вопрос. Пожалуйста, еще, коллеги. Пожалуйста. Только представляйтесь. Сырчин Дмитрий, пресс-служба Ижевской Удмуртской епархии. Я бы хотел засветить такую проблему, может быть, в плане того, что человек, то есть журналист, который пишет какой-то материал, проблема в том, насколько он профессионально на это может смотреть. То есть, беря какой-то материал, он пишет сугубо свою личную точку зрения, в большей части, да, и при этом профессионально не вникая. То есть, вот, например, то же самое использование сити-менеджер, да, слово там, использование каких-то, апеллируя каким-то, что миграция плохо, что к нам приезжают мигранты, и мы от этого страдаем. То есть тоже самое случай, что я представляю сейчас как нашу Ижевско-Удмуртскую епархию, сотрудничество с журналистами, например, приближающийся там вот праздник был Пасхи, да, там, то есть вот, немножко негативное отношение такое остается ввиду того, что человеку предлагаешь свои знания как эксперта для того, чтобы он написал верную информацию о газетном материале. В то же время порой кто там изменяет, это редактор или сам может журналист. То есть информация не соответствует действительности. Вопрос в том, о проведении каких-то вот профессиональных семинаров, именно направленных, вот, например, юриспруденции, да, то есть той же самой религиозной тематики. Чтобы человек мог... Специализация должна быть журналиста. Я веду тоже немножко журналистами, я вообще не журналист, да, но меня попросили на факультете журналистики вести несколько курсов. Я веду предмет этническая журналистика, организация работы пресс-службы и сейчас у меня политическая журналистика еще в этом году. Я всегда журналистам говорю, что вообще журналист – это такая многопрофильная профессия, да, и чтобы быть журналистом, нужно быть профессионалом. То есть ты должен понимать, о чем ты говоришь. Если ты экономический обозреватель там, или политический, ты должен знать суть вопроса изнутри и быть большим специалистом, чем то, о ком ты или о чем ты пишешь. Поэтому вот то, что вы сказали, это абсолютно правильно, да. Так, еще, пожалуйста, коллеги. Нет вопросов? Нет. Тогда давайте... Тогда давайте мы поблагодарим Веру Константиновну. Значит, сейчас к нам присоединятся наши проектные группы. Вот они уже завершили свою работу. Что бы хотелось, вот пока они идут, обратить внимание, что мы
Ну, вчера была официальная часть, да, критическая часть, когда были доклады, выступления, а в 3 часа началась проектная сессия. Все участники семинара, которые остались, 70 человек, были разделены на 6 групп, 6 проектных групп. Группы формировались из такого принципа, что должны быть незнакомы друг другу люди. Ну, то есть, если представляет один субъект, чтобы они были в разных субъектах, если там 2 представителя от района, значит, они должны быть в разных группах, молодежь должна быть распределена в разных группах и так далее. То есть, группы должны быть разнородные. И, соответственно, перед ними была поставлена задача с их точки зрения, какие проблемы существуют сегодня в рамках реализации национальной политики, вообще в сфере национальных, межнациональных отношений. То есть они не специалисты, да, это те люди, которые участвуют в реализации национальной политики на разных уровнях. Соответственно, вот их понимание этих проблем. На основе этих проблем они определяют, какие нормы они хотят поменять в обществе. То есть, что им не нравится сегодня и к какой норме они хотят прийти. И, соответственно, они выбрали, они проанализировали, у них было там 15, 20, 30 проблем. Они проранжировали эти проблемы, поставили 3 там, или 4 основных задач. И уже для решения этих задач определили проект, который они хотят реализовать совместно. Будет название проекта, цели, задачи и дорожная карта. Вот в течение буквально этих 6 часов они сформировали данные проекты. Татьяна Фридриховна, где они? Они ждут. Что ждут? Нет. Я говорю, потому что мы их ждем. Да, а так? Да, они ждут, когда я закончу. Так, вы присоединяйтесь, потому что мы вас ждем, я уже представляю, презентую ваши проекты. Соответственно, мы делаем каким образом? Сейчас они покажут, поставят свои флипчарты. По 5 минут каждая группа презентует свой проект, ваши вопросы в группе, ну и ваше экспертное мнение. То есть вы сейчас выступаете в качестве экспертов, которые будут анализировать данные проекты. Ну и, соответственно, с точки зрения национальных культурных объединений, журналистов, будет интересно узнать ваше мнение. Пожалуйста.